Кто из космонавтов первым вышел в открытый космос или кто на космической станции обогнул всю Землю, засняв это на кинопленку? Ответить на эти и другие вопросы и заработать баллы стараются обе команды. Юноармейцы из пожарно-спасательного колледжа сегодня разделились на две команды – «Орлы Кавказа» против огнеборцев. Борьба нешуточная. Что больше по размеру? Вселенная или галактика? Вселенная, да? Да. У вас есть такой вариант? Он не засчитывается, но просто. Ну давайте смотреть. Галактика является составляющей частью Вселенной. Следовательно, она меньше. Ответ правильный. Интеллектуальная игра полностью посвящена теме космонавтики. Представлены 5 номинаций на выбор. Космоистория, звездное небо, космология, космонавты и косморебус. В зависимости от сложности вопроса у ребят есть возможность заработать больше баллов для своих команд. Именно когда они работают в команде, они начинают друг друга дополнять, друг друга. Бывает, что кто-то что-то может упустить, и вот именно в этой командной игре и раскрывается именно потенциал как команды, как однополчан, как друзей. После напряженного соревнования в эрудиции, логике и знании истории определился триумфатор. С небольшим отрывом победили «Орлы Кавказа». Капитану команды Мустафе Коригову вручили почетную грамоту. Благодаря что космонавтика, космосе выходишь бы на шайкацар, космонавтика, царяляться духа атадыр, духа царя балш получитыр, и космологика более логично халара, то отвечать дикая. Команда «Огнеборцы» намереваются взять реванш. Они были близки к победе и показали явное преимущество в сложной номинации «Косморебус». Интеллектуальная битва между юноармейцами приурочена к Международному дню космонавтики. Команде-победителю организатор мероприятия Мадина Богатырева преподнесла в подарок тематический сувенир с подписью летчика-космонавта Романа Романенко. Ну и это только начало. Юноармейцы в честь праздника планируют провести флешмоб. Адам Мережков, Магомед Дидигов, Новости 24.